Я пока еще никого не обманывал. Как есть, так и правду матку режу. В 2016 году я получил 46 тысяч голосов по одному мандату. Партия получила 43. То есть у вас рейтинг выше, чем у партии? Сейчас вообще страшный у меня. Благодаря вот этой девушке, министра. Мужик. Ну, ты херня же. Подумаешь. А так, сейчас, не, у меня вообще растет страшно. Я же их, простым языком говоря, я же их ебал в эти годы конкретно. Я их всех печатал. Имеется в виду, кто за что голосовал, попартийно, по голосам, кто за, кто против. Всех их херачил конкретно. И этот, блядь, молчит. Ну, он зарплату там получает. Может быть, из-за этого хрен его знает. А может, всю жизнь такой будет. Хотя я с ним давно уже. Нет, я почему молчу о нем, да, потому что с 2008 года, когда он пришел в Эльтюмен, впервые после большого перерыва после Алексеева заговорила фракция КПРФ о том, что она есть в Государственном собрании. Ну, молодец тогда. Потом он портиться начал где-то в 2012 или 2013 году. И все. А так до этого настоящий, ну, я поэтому молчу. А так испортился, блядь. Да, с 2008 года, блядь, это, вообще там же много наших было. Они же комитеты возглавляли. И потом узнал, что, оказывается, коммунист, блин. Потом Губарев появился, все, понесла. Да мы, коммунисты, молодец. Ну, все, до 13 года. Потом сделали его замом, и все. Выключили? Ну, получается так. Ну, у вас есть определенный конфликт? Конфликта открытого-то нет. Ну, открытого нет, латентный есть такой скрытый конфликт. Ну, просто это не конфликт. Это знаешь, как называется? Это КПССная болезнь. Это не видеть впереди себя никого молодого. Но почему Левченко-то не уходит тоже? Вопрос. Старый же уже. Энергии еще на нескольких молодых хватит. Да дело не в этом. Дело в том, что человек-то уже начинает, видя одно лицо, уже устает. Усталость есть у человека. Ну, 12, вот как цикл человеческий есть в гороскопе, да? 12 лет. Все. Я вот, например, 8 лет депутат, вот, да? Я думаю, что когда в 23-м году войдут выборы, да, я не пойду в Эльтюмен. Нахрен надо. Хорош. 10 лет отрабанил, ну, что я, плохо отработал, что ли? Естественно, не пойдете, если вы в Госдуме будете. Ну, вот сейчас, например, я очень быстро согласился, когда мне предложил, да, потому что я верю в гороскоп. Если бы не гороскоп, я бы хрен бы пошел. У меня там в Краснодарском крае есть очень хорошая, сильная астрологичка. Она мне в 2012 году сказала: Петя, иди, 13-й год – это твой год. Я пошел и спокойно выиграл выборы. В 2016 году, когда состоялись выборы в Госдуму, я спрашиваю: что делать, Наташа? Иди. Это ты будешь делать на 21 год себе, ну, подготовку. А в 2021 году ты выиграешь выборы. В 2018 году я пошел, я спрашиваю, что делать? Выиграю, не выиграю? Он говорит: ты выиграешь выборы, но это не 13-й год, ты с горем пополам. И действительно так и получилось. Кое-как вытянул. Кое-как там